Республики Коми приглашается для освящения памятника его высокопреосвященства Высокопреосвященнейший Петерим, архиепископ Сыктывкарский и Коми Зырянский. Благослови Высокопреосвященнейший Владыку! Благословен Бог наш всегда, ныне и присно во веки веков. Аминь. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим о гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим о гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим о гробе живот даровал. Господу помолимся. Создателю и содетелю человеческого рода, дателю благодати духовные, подателю вечного спасения, сам Господи, позри Духа Святого, свыше благословения на памятник всей Великой Отечественной войне, якобы вооруженной силой небесное заступление, копящее в препятие, помощь на будет телесного спасения, заступлений, помощи от Христе Иисусе Господе нашим. Аминь. Благодарю. По блаженному спении вечный покой подашь, Господи, усопшим рабом Твоим, всем медицинским работникам, за мир и Отечество, живот свой положившим, и сотворим вечную память. Вечная память всем православным вождям и воинам, жизнь свою за веру и Отечество положившим. Святая Мать Церковь все годы Великой Отечественной войны собирала в храмах теплые вещи. Все для фронта, все для победы. Она собрала также деньги, за которые были куплены колонна танковая имени Дмитрия Донского, эскадрилья самолетов и много-много других машин. Память нашим воинам о живом здоровье, конечно, потому как они не только выиграли в войне против коричневой чумы, но они пополнили нашу церковь кадрами. Так, дав обет, если останусь жив, то пойду во священники, то пойду в монастыри, сестры фронтовые. И сейчас действительно еще живые сестры, медработники, которые являются монашествующими в женских монастырях, в мужских монастырях монахами, а также 90% практически священников были ветераны войны. Вот передо мною за 3 епископа ранее был владыка Никон, полковник, причем он медик, врач. И вот он был архангельским и мурманским, на Коми республику распространялась его власть. Так что церковь, которая была обречена на погибель, она воскресла, как и вся наша страна, и воскресла благодаря воинам, которые пополнили ряды священства нашего, монашествующих и мирян, конечно. Поэтому сегодня, когда мы празднуем День Победы, завтра уже, конечно, в основном, но сегодня, открывая память медработникам, погибшим и живым, которые, дай Бог, им еще 100 лет и больше жить, не будем ограничивать, все-таки надо напомнить, что в жизни ничего случайного не бывает. Потому как первый акт о безоговорочной гитлеровской капитуляции был подписан 6 мая, в день Георгия Победоносца, в день Пасхи Господней, и праздничный парад, так случилось, нужно было подготовить танки, другие машины фронтовые, и их подготовили только к июню месяцу
в день Святой Троицы. Опять же, ничего случайного в жизни не бывает. Посмотрим каждый на свою жизненную ситуацию и это убедимся, ой-ой-ой, как все совпадает в жизни, правда же, друзья? Поэтому хочется вам пожелать здоровья. Именно когда есть память, есть будущее. И то, что сейчас мы сделали, это великое дело. Дмитрию Борисовичу благодарность, Борису Ивановичу как инициатору памятника. Я рад, что мы все с вами собрались возле светлого и доброго и вечного. А это значит, у России будет продолжение. Божие всем благословение. Христос воскресе! Воистину воскресе! Спасибо за внимание.